Друзья, еще раз всем добрый вечер. Я вас всех приветствую, кто находится в разных городах, в разных часовых поясах. Сейчас по Москве 19:13, в Астрахани 20:13, в Сургуте 21:13, в разных ногайских, скажем так, городах. Я всех вас приветствую. Хочу сказать, что это очередной 23-й выпуск программы Кешки Хабар от Достар ТВ, от студии Достар. И мы ставим себе цель, мы призваны объединить всех ногайцев вне зависимости от региона, где они живут, и вне зависимости от занятий, чем они занимаются. У нас были историки, этнографы, певцы, танцоры, все-все-все. Сегодня у нас, друзья, замечательный гость. Это историк, исследователь, я хочу его таким высоким словом назвать. Его считают одним из лучших учителей истории Астраханской области. Амир Мусаев Дамирович. Амир Дамирович, хош келдиңиз. Салам алейкум сизге. Амир ага, хош келдиңиз. Салам алейкум еще раз. Алейкум салам. Амансызба? Что-то пропадаешь ты? Я не знаю, почему я пропадаю. Не, нормально. Нормально, да. Давайте первый общий вопрос. Амир Дамирович, как поживаете, что делаете на карантине, чем заняты? Сегодня у нас последний звонок, так скажем. Учебный год закончился. Такого учебного года за мой педагогический такой стаж, стаж больше 25 лет, такой он впервые, учитывая, конечно, вот эту ситуацию с коронавирусом, да, мы четвертую четверть работали в режиме онлайн. Но есть свои плюсы, есть свои минусы. Плюсы какие? Освоили, видеоконференции, и параллельно, кроме того, что мы проводили видеоконференции непосредственно с учениками, мы провели видеоконференцию уже в том формате, в Zoom, через проект, который был в прошлом году создан, Юрт Новайлар. Так обстановка сейчас, что у нас в Астрахани, начинается жара, начинается период, поэтому здесь волей-неволей самоизолируешься, как говорится. В июне Машкара пойдет, да? Она уже началась. Началась уже Машкара. Я жил в Астрахани 4 года, я помню эту Машкару всегда, как только июнь начинается, у нас такое время года. Амир Дамирович, у вас недавно родилась дочка, я вас с этим поздравляю. Спасибо. Вы теперь, как у нас шутят в России, отец-героин? Как назвали дочку? Насчет героина я не знаю. Герой. Как назвали? Лейла. Это в честь бабушки, в честь кого-то или сами так решили? Нет, не в честь бабушки. Ночь. Она родилась в ночь Барат. Хорошо. Было решено, да, на этом варианте остановиться. Я начну с такого вопроса. Меня в вашей биографии в первую очередь поразило сочетание предметов вами преподаваемых. Это математика и история. То есть, как обычно, да, мы привыкли биология, география, химия, биология, математика, геометрия. Как вы сочетаете эти два предмета? Абсолютно разные вроде бы, на первый взгляд. Да, вполне нормально. То есть, это стандарты, что считают, что какие-то предметы должны идти параллельно. Дело в том, что когда я учился, это был 90-е годы, начало 90-х, распад Союза, и стали уходить этих клише, которые были в годы, в педагогических институтах в годы Советского Союза. Поэтому был предложен список довольно большой список для дополнительной специальности. Я выбрал историю. А саму историю я вообще с детства и интересовался. Но учитывая, что в годы Советского Союза поступать на ИСФАК было довольно сложно. Сложно в том плане, особенно для сельских этих ребят, потому что все-таки этот предмет тогда был более связан с идеологией. То есть туда поступали чаще дети партийных работников,
и прочее, прочее, да. Поэтому вот пришлось... А на физмат мало кто шел. На физмат я прошел довольно с хорошими оценками, с хорошими баллами. А потом на втором курсе вот уже стал и заниматься уже историей. То есть и так нормально все. Вам насколько, вот смотрите, в годы вашей учебы, в годы студенчества, насколько вопрос юртовских нагайцев беспокоил вас тогда? Насколько ваши взгляды изменились после учебы? Ну, в то время вообще этот вопрос был, как сказать, была вот эта двойная, так скажем, идентификация, да, преследует нас, представители нашего этноса. Конечно, постоянно вот это такой вот вопрос, он зависал, и на него мало было ответов таких, четких, так скажем. Потому что этой проблемой в те времена мало кто занимался. Тем более, что из самой среды юртовцев, таких вот исследователей, историков, там, культурологов и так далее, почти не было. Да их сейчас нету. Большинство работало вот как раз под эгидой татарского проекта. Тем более, что с распадом Советского Союза, когда, вы помните вот эту знаменитую фразу Ельцина: «Берите суверенитет сколько сможете унести», да? В Казани вот этот процесс тотализации, он начал набирать обороты. То есть, и вот в регионы, где проживают диаспоры казанских татар, в том числе и в Астрахани, значит, эта политика проводилась активно, даже агрессивно, можно сказать. Вот, и поэтому здесь вот все, что было связано с юртовцами, оно было как бы в загоне. То есть не занимались этим никто. Хотя, я помню, 60-е, 70-е годы вот рассказывали даже самые старики, там, более взрослые, юртовцы, они себя как идентифицировали как нуайлар, причем они себя считали настоящими нагайцами, нуаями, да, и даже называли там другие группы этнические нагайцев, которые живут в Астраханской области, не нагайцами, как бы, то есть называя их такими вот этими этническими названиями, там, карагашами, кундровцами, или кундрау, или утарами, да, вот таким образом себя преподнося. А вот за годы уже вот 70-е, 80-е, 90-е уже вот вектор изменился. Это вот следствие вот этой политики вот этой ползучей татаризации. Но, конечно, эта политика, она была более сильна в городской среде, где вот эта урбанизация, она где стирает относительно вот эти границы. В сельской местности все равно само название оно сохранилось. И вот сейчас, когда мы начали этот проект, особенно в селах, которые были относительно изолированы от города, вот там действительно вот эта нагайская идентификация этническая, она довольно еще сильна. Тем более, что для детей, которые выросли в таких традиционных семьях, трехпоколенных, где кроме отца, матери были еще бабушки и дедушки, авторитет взрослых был относительно сильный. Значит, и понятно, что бабушки и дедушки их воспитывали как раз как нуайлар, да, как нуаев. Вот это у них закрепилось на генном уровне, и они сейчас, несмотря там на, значит, призывы там со стороны татаристов о том, что мы татары и прочее, они говорят, наши деды говорили совершенно другое, что мы не татары, а мы нуаи. Потом мы вернемся к этому вопросу. Я вот этот вопрос хочу в общем у вас спросить. До этого хочу спросить, в годы студенчества были ли преподаватели, с которыми вы могли этот вопрос обсудить с глазу на глаз среди историков АГУ?
Нет, среди них не было таких. Они, получается, были такими, ну, воспитанниками советского, да, производства, то есть наверняка им это было тоже под запретом, скорее всего, правильно я понимаю? Возможно, возможно. Единственное, у нас был преподаватель археологии Елена Шнайдштейн, вот она говорила, что астраханские так называемые татары – это коренное население нашего региона. Но опять-таки, кого она подразумевала под астраханскими татарами, это, конечно, юртовцев. Вот, ну, вот самый этноним, юртовские нагайцы, тогда он не был, вот, по крайней мере, в астраханской науке так широко используем. То есть был термин вот этот астраханские татары. А в 2010 году во время переписи этот термин исчез с прописного списка, и там был просто татары. То есть таким образом вот людей как бы потихоньку от того этнонима, который у них был в свое время, отучивали. Этот процесс он начался в 2025 году еще. Хотя сейчас у нас пытаются сказать, что мы якобы татар делаем нагайцами. Да ничего подобного. Мы пытаемся вот не татар сделать нагайцами, а этим астраханским юртовским нуаям донести до них, что они действительно нуаи. То есть татары – это название, которое нам дали наши русские соседи. То есть, ну, это специфика еще идет с эпохи Средневековья, когда все восточные соседи, значит, русских княжеств, русского, московского государства назывались татарами. Туда входили почти все тюркоязычные, да и не только тюркоязычные народы. Тех же калмыков, например, называли калмыцкие татары. Азербайджанцев вот, называли кавказскими татарами и так далее. Все это было актуально до падения царизма, до 1917 года. После того, как царизм пал, значит, многие народы восстановили, так скажем, свои самоназвания. А вот нам не повезло. Нам не повезло, потому что с 25 года вот началось уже строительство новых социалистических наций, в том числе вот этой татарской нации, когда в рамках этого строительства стали туда включать более малочисленные родственные группы, да, тюркоязычных народов, которые проживали в различных регионах по соседству с этими же, например, казанскими татарами. Это вот в Астрахани под этот процесс попали астраханские нагайцы, и юртовцы, и карагаши, кстати, и утары, и кундрау. И вот последствия всего этого мы сейчас ощущаем до сих пор. То есть за 100 лет, ну, буквально через 5 лет будет 100 лет началу этого события, этого процесса. Язык в загоне, язык он трансформируется, искажается. Значит, нет никаких печатной продукции на нашем языке. Вот. Сам язык, он, конечно, уникальный, он не татарский. В 70-х годах у нас здесь, по крайней мере, вот привоз тогда на Наримановском районе, тогда район назывался Наримановский, значит, работал исследователь из Татарии Леонид Арсланов, он, в частности, в нашем селе был, у него работы по исследованию нашего языка есть. Он лингвист, сам филолог, он сделал такие интересные, значит, заключения, что наш язык является диалектом именно вот нагайского языка. Естественно, со своими определенными местными особенностями. От этого никуда не уйдешь. Вот цель наша – этот язык сохранить, по крайней мере, а в дальнейшем как-то вот его восстановить. То есть, потому что именно этот язык, он должен быть, он используется сейчас носителями, да, этого языка. То есть, слава богу, люди разговаривают в быту на этом языке.
Но для него должна быть какая-то вот основа уже вот научная, так скажем. Нужно ее грамматику создавать и прочее, прочее. То есть Здесь, филологу... да, здесь много вопросов задали именно про язык. Вот вопрос такой, планируется ли преподавание ногайского языка в селах, где живут юрт-ногайлар? Я хочу другое спросить. Получается, книги, которые, если даже у вас получится забрать из Карачаево-Черкесского, допустим, института, они для вас не подойдут, потому что диалект будет сильно отличаться. Правильно я понимаю? Да, да. Язык, я просто хочу привести в качестве примера опыт наших, значит, родственников, соседей Карагаши. У них этот процесс, значит, внедрения в школы карагашские литературного ногайского языка, он с конца 90-х годов шел, или с 90-х годов. Но все равно для вот самих носителей карагашского вот диалекта, да, ногайского языка, понятно, что литературный язык, он все равно как-то, все равно отличается от карагаш-ногайского, поэтому они, так скажем, на него не перешли ни в быту, нигде. То есть в быту они разговаривают на своем языке, на уроках там, на литературном ногайском, да, многие читают и так далее. Но вообще, по моему мнению, конечно, это мое мнение, вот сейчас идет процесс возрождения ногайцев по всем регионам страны нашей и мира, в принципе. Я думаю, что в скором будущем станет вопрос вообще о диверсификации языка. То есть вот та литературная норма, которая была создана, в частности, нашим, кстати, земляком Абдулхамидом Шершембиевичем Джанибековым, да, он по отцу карагаш, по матери он юртский нагаец. Мать у него была юртская нагайка. Вот. Он, все-таки этот язык, он был создан для определенного, ну, для определенной группы, значит, нагайцев, которые проживали в определенном регионе. Сейчас ситуация меняется. То есть уже процесс здесь выходит за пределы каких-то регионов. Поэтому я думаю, что в ближайшее будущее станет вопрос о изменениях каких-то вот норм, правил и в литературном ногайском языке. То есть, если мы это делать не будем, мы получим обратный эффект. То есть эффект, вот, который был связан, допустим, с преподаванием того же самого казанского татарского литературного языка в школах юртовских нуаев, да, когда этот язык не пошел. Только из-за того, что он... Ну, он для нас вообще, для нагайцев, он чуждый. В каком плане чуждый? Лингвисты говорят, что язык все-таки отличается очень сильно от нашего. Разные группы, значит, этих, как его, классификации. То есть наш язык, он дальше стоит, чем в отличие от казанского литературного языка, ближе, конечно, к ногайским этим группам языков, да. Но вот этот отрицательный опыт нужно учитывать. И вообще, в целом, я думаю, в дальнейшем встает вопрос и об этнониме, официальном этнониме вот, носителей нашего этноса, да, то есть сейчас мы называемся, официально нас называют нагаец, но вообще я думаю, что в дальнейшем нужно вот ставить знак равенства между самоназванием и официальным названием. То есть название должно быть Нуай. Нуай, вот. Это, если мы к этому придем, мы сразу несколько таких важных вопросов решим. Потому что народы с самоназванием Нуай проживают на более таких обширных территориях, чем те регионы, которые официально включены, допустим, в список заселенных нагайцами. То есть мы уберем все вот эти лишние вопросы. Иногда... расширяется. Да. То есть самоназвание должно быть официальным названием народа. Вот и все. То есть мы должны называться так, как называли себя наши предки, и как мы сами себя называем. А не так, как нас называют там соседи, например. Вот и все. То есть нагай и множественное число нагаи, правильно?
Нугайлар? Да, По-русски, да? Если на русском, да. По-русски, да. По-русски Нагай, да. Да. Ага. Да. Вот в этом направлении какая вот работа может быть от народа проделана или же от тех людей, которые руководят разными общинами в разных регионах? Можно ли их посадить за общий стол? Да, должен быть круглый стол. Должна быть вообще координация всех вот этих движений, которые идут в различных регионах. И должен быть определенный какой-то коллегиальный орган. Но это у нас, в принципе, наша история об этом говорит. Вы посмотрите вот на нашу историю, и на историю в целом нагайцев, да, у нас все-таки вот наших, если предков брать, не только средневековых нагайцев, но и более там ранний период, там тюркский каганат, да, то же самое Улус-Джучи там и так далее. Ведь везде вопросы решались именно вот коллегиально. То есть того же самого хана или бия или кагана выбирали представители народа, то есть те, кто имел определенный какой-то мандат. Вот. И правитель был подотчетен перед этим самым, значит, народом. Если он начинал там абсолютизировать свою власть, то он ее быстро терял. Потому что, ну, это такая своеобразная, ну, историки ее называют военная демократия. Ее можно по-разному называть. Но этот опыт надо использовать и, значит, на всех, наверное. То есть все должны от этого получать определенную выгоду и определенные плюсы. Только вот так, по-другому не получится. Угу. Давайте я вот здесь, да, более такие конкретные вопросы уже перейдем. Вопросов у нас много. Когда вы начали создали этот проект, с какими сложностями, Амид Амидович, вы столкнулись? У нас до сих пор идет это, регистрация. Но я не знаю, с чем это связано. Может, с объективными причинами, имеется в виду с карантином, да. Но регистрация до сих пор идет. То есть нас еще не зарегистрировали официально. Мы существуем, де-факто мы существуем, де-юре мы еще статус не приобрели. Ну а так в целом, конечно, была критика со стороны наших оппонентов в Казани, когда вот это все движение началось в целом. Да, нам посвятили уже, значит, республиканские СМИ, там, и медиа, и печатные, и интернет-продукция, посвятила очень много репортажей, где, конечно, нас выставляют в таком, негативном ракурсе, да. Ну, это понятно, любое действие порождает противодействие, это понятно. Вот. Да, но я это почувствовал. Процесс идет. Главное, что много молодежи заинтересованы этим самым, значит, движением и активно включаются. То есть это за молодежью будущее, потому что, старшее поколение, оно уже, если у них это сидит, вайшлах, он никуда не уйдет. Ну а если у них этого нет, исправить это довольно сложно, потому что уже в таком зрелом возрасте мало кто там меняет свои взгляды, да. Поменяет хорошо. Но вот молодежь, она все-таки, молодые люди, они максималисты, они везде ищут истину, правду, да, пытаются найти ответы на вопросы, вот на какие-то особенно противоречивые. И мы пытаемся давать им эти ответы. Угу. Я это понял после нашего эфира с Эльдаром Шамигуловичем. Уже тут же начали вырезать, как говорится, из контекста и начали постить в татарских пабликах. Все это у нас случилось. Я тогда действительно понял, что есть люди, которые пристально за этим всем движением наблюдают и ждут, когда же кто-то скажет что-то лишнее, чтобы, как говорится, вырезать из контекста. Давайте вот к конкретным вопросам перейду. Расскажите, пожалуйста, о Равиле Джуманове, о его жизни в целом и как его воспринимали юртовцы. Равиль Мухаммедович Джуманов, с ним мы очень плотно общались. Он с конца 50-х, по-моему, годов жил у нас в селе, работал учителем истории.
Вот. Ну, как его воспринимали юртовцы? Он все равно, будучи, значит, и нуаем и так далее, он для большинства юртовцев все равно был как бы, ну, не до конца свой, да. Это, кстати, чувствуется среди наших групп. То есть вот эта идентификация свой-чужой, она есть. Но он, что интересно, не пытался как-то вот выделяться среди юртовцев. Он, значит, занимался тем, чем занимались большинство жителей нашего села, то есть занимался вот, держал скот, занимался вот земледелием, да, он говорил, вот где живешь, так надо заниматься тем, чем занимается основное население. Он прекрасно говорил на нашем диалекте, прекрасно, изучал вот все вот эти особенности нашей, так скажем, культуры, обрядов и так далее. Тем более многие вещи у нас, ну, процентов на 80, 85, 90 идентичны. Ну, жил скромно. Все свои, значит, сбережения, все это он отдавал именно вот на продвижение вот своих вот этих идей. Был человек очень такой эрудированный, тонкий был психолог. Вот. Ну, интересная была личность. Человек, который действительно всю свою жизнь посвятил возрождению национальной идентичности своего народа. Его, конечно, многие пытались там, его оппоненты критиковали, тем более этот человек, он был простой учитель истории, как и я. Вот. Никаких таких у него регалий официальных не было, ни кандидат, ни доктор, ни профессор. Но он, с одной стороны, он говорил, это меня не ограничивает ни в чем, я за правду пойду до конца. Он шутку называл таких, как он, этими сектантами в науке. Мы, говорит, идем против вот этих традиционных вот этих клише, которые сложились за определенные периоды там развития истории. Говорит, ну, традиция, говорит, она и тем традиция, что ее, говорит, когда-то она устаревает, ее надо ломать. То есть он давал довольно такие взвешенные, довольно аргументированные, значит, ответы, да, против которых даже у людей с определенными званиями, регалиями и так далее не было контраргументов. То есть он их ломал на месте и все. Да, многие, значит, ученые, исследователи, которые вот работали в сфере исследовательской именно по истории нагайцев, с ним, кстати, консультируюсь. Тот же Вадим Винцерович Трипалов, когда писал историю Ногайской Орды, он с ним консультировался. Кстати, именно благодаря Джуманову вот в книге, это по его рассказам, в книге «Ногайская Орда», история Ногайской Орды, а Ногайскую Орду Вадим Винцерович представил как действительно полноценным государством, потому что первоначально был такой вариант, что Ногайская Орда – это протогосударство, это вождество, то есть такой, ну, был такой посыл, чтобы немножко принизить, так скажем, статус этого государства. Но Вадим Винцерович, он действительно человек от науки, он всегда прислушивается к мнению. Да. Значит, книги. Да, он меня, он, значит, в этом отношении он молодец вообще. Многие, в книге у него указан, Рамиль Джуманов указан, как на научный... Да. Он указан, да, в первой книге, вот 92-го, по-моему, года, там он указан. Вот там большой список, и вот Равиль Мухаммедович там указан. Благодарность. Да, действительно, о нем 2 раза сегодня спросили. Большой такой человек, который оставил большое наследие. Вот такой интересный вопрос здесь спрашивают. А тоже вот раза 3 спросили. Ногай малеш, что это за блюдо? Я вот после этого хочу его попробовать. По каким поводам его готовят? Вот пишут, что ваша мама печет этот вкусный ногай малеш на празднике Навруз 18 года. Все были в восторге, и в казане крошки даже не осталось. Можете вот рассказать про это блюдо подробно?
Ну, моя мама не печет Нугай Малиш, это я делал на заказ у одной нашей местной мастерицы, да. Вот. Нугай Малиш – это такой пирог высокий, значит, раньше он делался из теста, там тесто специальное такое, пресное, вот, и внутри начинка раньше использовалась соленая конина и проса, лук. Сейчас используют говядину и рис. Вообще Нугай Малиш – это праздничное блюдо. Его раньше, значит, несли вот на сватовство, на свадьбах, да. И был такой обряд аш-тарту, когда сторона жениха приносила определенное количество этих подносов с национальными этими, как его, блюдами, в том числе там был и Нугай Малиш, и в зависимости от того, какой был статус невесты, ну, имеется в виду, чем статус не была невеста, тем большее количество этого пирога давалось. Но, само вот, кстати, название, вот этот Нугай Малиш, там единственное вот последнее название, где сохранился этноним Нугай. Вот раньше у нас, когда не было вот этого водяного отопления, да, парового, как говорят, все печки, все дома нугаев юртовских отапливались каменными печами, которые назывались Нугай-мещ. В этих печках готовили, да, Нугай-мещ, ногайская печь, да, у нее, кстати, своя определенная конструкция. В некоторых были вмазаны казаны для приготовления пищи, то есть в доме готовили пищу и одновременно отапливался дом. Был определенный сорт тыквы, назывался Нугай-кабак. Вот. Существовало два вида. Был урыс-кабак, то есть, ну, это, видимо, принесенный извне. Да, русскими, может, переселенцами, вот эта тыква, сорт, и был Нугай-кабак. Вот. Сейчас вот эти этнонимы, ну, этнические вот эти, так скажем, маркеры, они как-то вот затерялись уже, да, и вот единственное, что осталось, это вот Нугай Малиш. И у астраханских вот этих этнографических групп нагайцев, этнических групп нагайцев, только у юртовцев этот пирог значит, делался и делается до сих пор. Молодежь его готовит или уже только старики помнят рецепт Маляши? Нет, молодежь готовит. То есть, если к вам приедем в гости, можно будет попробовать, да? Можно, только заранее предупреждать, чтобы заказать. Обязательно. Вот такой интересный вопрос здесь всплыл. Вообще он Нугай Малиш, ну, юртовцы знают, горячий Нугай Малиш с холодным карачаем, ну, вот этим нугайским чаем, да, это нечто такое. Это не просто блюдо, это как бы полноценные блюда, то есть это там и первое, и второе, и все, как говорится. Сытное блюдо. Ну, предки знали, как делать. Да. Что делать? Вот здесь про села спрашивают, правда ли, что раньше жители сел Башмаковки и Карагали общались через речку с помощью гармошки, а также, когда парень с девушкой были незнакомы, тоже с помощью гармошки общались. Вот можете немножко легенду раскрыть? Ну, есть такие эти, мне бабушка даже говорила, у меня бабушка тоже играла на саратовской гармошке, она один раз мне даже наигрыш сделала, но давно было, лет 30-35 назад. Там не только, да, там были определенные какие-то зашифрованные варианты мелодий, которые понимали только вот эти, ну, девушка с парнем, да, и поэтому сотовых телефонов тогда не было, чтобы там вызвонить, да, поэтому вот эти самые наигрыши на саратовской гармошке используются, тем более в старину, особенно у богатых людей, нагайцев, ну, юртовско-нагайцев, дома были с мезонинами. То есть это, ну, как мансардного типа, да? У нас она называется балаш-арлак. Вот когда на верхний этаж, видимо, подавался молодой человек или девушка и играл на своей гармошке, эта мелодия довольно, ну, хорошо, видимо, звучала и далеко ее было слышно.
А через речку, да, тоже там не только, по рассказам моей бабушки, не только там какие-то любовные посылы делили, но и ругались на этих саратовских гармошках. Арсасадлар говорили она. Арсадлар, да. Созда Сулящу и созда Арсасу. То есть ругались. Вот были такие моменты. Сейчас, конечно, уже знатоков, носителей этого, значит, этой культуры уже не осталось. Оно со стариками ушло уже. Поэтому сейчас вопрос такой из сказать. Москвы спрашивают. Да, сохранили ли Юрт-Ногай свои рода и тамгар? Например, вот у нас на могильне, да, я из Караногая, когда умершего, вы высекаете его тамгу обязательно, чтобы каждый проходит, знает, кто он такой. Вот у вас это сохранилось? Вот у нас на сельском кладбище на бугре Костуба мы в 2008 году буквально делали вот это полевые исследования, тоже вместе с покойным мне Равилем Мухаммедом Джимановым. Там все вот эти могилы, они отмечены именно тамгами, довоенные. Причем хоронили группами, то есть, ну, клановые, видимо, там одна семья, один род какой-то вот в одном этом участке кладбища, потому что там камни вот эти надмогильные, они с одинаковыми тамгами. После войны уже эта традиция начинает отходить. Последняя тамга, которая была нами, ну, по крайней мере, срисована и зафиксирована, по-моему, 92-м годом. Вот эта традиция нанесения тамги на на могильный камень. 92-м годом был. Но сейчас отдельные эти жители свои тамги уже обратно как бы восстанавливают, спрашивают, что знаем, говорим им. И сейчас этот процесс получает обратный такой эффект, то есть интерес есть такой. По поводу родовых названий, у нас где-то вот до 19 века, ну, по крайней мере, в архивных данных есть там родовые, значит, поколения, как говорят, юртовцев, да, там и асы есть, там и, значит, кунграты есть, и кинегесы, и прочее. Но на данном этапе, вот сейчас, родовых названий четких таких, как вот у кубанских нагайцев или у тех же карагаш нагайцев, наших соседей, у нас почти не сохранилось. Почему? Потому что это связано, видимо, с ранним переходом на оседлость и на эту, на распад вот этой родовой общины и жизнь в соседской общине. Но в названиях кварталов сел юртовских, названия вот этих родовые, они сохранялись. До сих пор, кстати, старожилы знают их. Вот в соседнем нашем селе Карагали или Каргалок, это село делилось на два таких квартала. В каждом квартале была своя мечеть приходская, да. Там два названия. Кирит, это кириты, и Камшап, ну, кипчаки полу. В нашем селе, вот в Башмаковке, было 4 квартала, 2, причем ярко выраженные названия. Это Корнат, Унграты и Кинегес. 2 других названия связаны с такими вот понятиями, как Базар-аул и Хужа-аул. То есть базар и хужа. Возможно, хужа это тоже связано с каким-то вот, ну, таким родоплеменным названием, да? Возможно, нет, не знаю. Уже вопрос спорный, потому что при личной беседе вот с этим Стрипаловым, тем же самым, в 2010 году, он сказал, мне, говорит, встречалось название родовой базар, говорит, может это сейчас. Также существуют, например, такие вот родоплеменные, как Тохус-Угус и так далее. Это очень древние. Но, как говорят, свято место пусто не бывает. У юртовцев родоплеменные названия заменились так называемыми атаками. Атаки – это прозвание родов. Атак, да.
И вот в некоторые атаки как раз прослеживаются вот те старые родовые названия. Например, Алаш есть такой атак, Саксын есть, Саксины. Байдыклар есть, Байлар, Байдыклар, вот. Каркасын и так далее. То есть угузы и так далее. То есть здесь это есть, вот, трансформация такая произошла. То есть такие, так скажем, отклонения от общепринятых каких-то традиций. Но это уже местная традиция, местные реалии. Ваш род. У меня тамга похоже на Костамбул. То есть двойная вот это, две параллельные линии, двойная. Да. Со стороны матери у меня тамга двойная, там шумыш, ковш и шукш, молот. Вот. У прадеда одного была тамга в виде этого креста, то есть кастамга, крест, наподобие креста, вот, полусвастика даже. У другого прадеда была тамга в виде вот, песочных часов, ее еще уйгур тамга называют эти исследователи. То есть эти тамги я знаю свои, вот, по крайней мере, своих предков. Вот вопрос такой именно по одежде. Я хотел вот к нему в конце перейти. На протяжении веков традиционно юртовский женский костюм сохранился без изменений, а мужская одежда нагайцев изменилась. Почему так произошло? Ну, это связано вообще с положением мужчины и женщины. Все-таки общество, оно традиционное было. Женщины больше были заняты домашним хозяйством и детьми. Мужчины были заняты чем? Это добыванием, так скажем, денег и так далее, торговлей и прочее, да. Поэтому у мужчин было больше контактов с представителями других родственных, в том числе народов, да. Особенно вот наши эти старики, они чаще такие торговые и прочие контакты имели с городскими жителями, в том числе и с представителями, например, казанской татарской диаспоры, которая проживала на территории города Астрахани с конца XVIII века, когда сюда вот произошло переселение части, значит, представителей этого народа в Нижнее Поволжье. Вот. И понятно, что обмен шел, и не только такой денежный там, и финансовый, но и товарный, да, но и культурный. Поэтому, видимо, воспринимали моду друг друга. Именно это мужчины. Мужчины, они менее консервативны. А вот женщины, их недаром женщину называют хранительницей очага. Вот у женщины консерватизм все-таки он присутствует. И вот это все сохранялось вплоть до того советского времени, когда женщины стали более свободные, так скажем, когда они стали уже переходить вот на готовую фабричную и прочую одежду. Ну и многие вообще наши вот эти, значит, украшения, многие вот эти костюмы женские и так далее, они были проданы, особенно вот 30-е, 40-е годы, во время вот коллективизации, когда люди, действительно у людей денег не было, и в годы войны. Вот, чтобы не умереть с голода, просто-напросто вот эти все бабушкины, там, прабабушкины украшения там, и все прочее обменивалось на продукты питания. То есть выживали буквально. И вот такой последний вопрос у нас уже час проходит, вот так быстро все прошло. Есть ли перспектива восстановления песенного жанра хош-аваз? Спрашивает вас. Хош-аваз, перспектива есть, конечно. Почему нет? Но надо учитывать саму вот эту историю проникновения этого хош-аваза в юртовскую среду. Она же тоже попала к нам извне.
это через вот культурный обмен с народами Средней Азии. Потому что это где-то вот 18 века, 17-18 века, не раньше. В русской среде бытовала, ну, музыкальная традиция, которая присуща для других групп нагайцев. То есть присутствовали и домбра, присутствовали колкобас, и бубен и так далее. Это, кстати, значит, прослеживается в танцевальной музыке юртовских нагайцев. Остается 2 минуты, я задам последний вопрос. Оказавшись перед эмиром ЕДГ, что бы вы ему сказали, если бы оказались бы рядом с ним? Ну, вопрос следующий, как объединить нагайцев и все. Угу. Потому что да, вообще, хороший вопрос. Сам вообще образ Эдиге, он довольно такой, знаете, недооцененный. Это вообще деятель не такого имперского масштаба. Это последний человек, который пытался сохранить Золотую Орду. Он всю жизнь свою провел вот в борьбе именно за сохранение Орды. Вот. Когда это не получилось, конечно, ну, уже на старости лет, он, значит, ушел. Вот. Но, что интересно, он, если не он, но, по крайней мере, его потомки выбрали ту модель государства, которую использовал активно хромой Тимур. То есть это институт подставных ханов. То есть это говорит о том, что эти люди, что хромой Тимур, что Эдиге, это люди, которые ломали традиции. То есть они выступили против вот этого чингизизма, как говорят. Ну, есть такой термин чингизизм. Для них представители вот так называемого Алтын-Урука или Золотого Рода, которые уже никакими такими, значит, способностями не блистали, кроме своего происхождения, они были для них, как говорится, никто. Вот. Поэтому они интересные люди. Вот. Могила, кстати, зиарат предка Эдиге находится у нас на территории Астраханской области, у юртовского села Машаик или Казаул, на сельском, вот этом бывшем сельском кладбище. Это один из почитаемых, значит, аулие среди юртовских мулаев. Машаик, который в сторону поселка Свободного, что ли, находится? Машаик, который возле Астрахани, свободный поселок, да, находится? Да, рядом с Астраханью. Казаул по-нашему, или Машаик. Ага. Или казачий поселок, вот там. А вообще сам Эдиге, он же сыграл очень такую важную роль не только в истории нагайцев, но и в истории в целом и России, если так смотреть. Именно его победа при Ворксле дала возможность московскому государству, московскому княжеству подняться. То есть если бы Витовт одержал бы победу на Ворксле, то еще непонятно, как бы пошла бы в дальнейшем история нашего государства, по какому вектору, да. Вот. Но история не любит, конечно, таких склонительных наклонений, да, но то есть, то есть. Поэтому это фигура, это деятель, который еще до конца недооценен. Амир Дамирович, я хочу, да, у нас 30 секунд остается, я хочу сказать спасибо, что вы сегодня были с нами. И такой интернет, я не знаю, по какой причине, не позволил нам так плотно пообщаться сегодня. Я вам обещаю, что мы с вами еще раз выйдем, потому что очень мало мы узнали, очень мало, за час, оказывается, вообще очень мало. И спасибо, что вы были, и пусть такие люди, как вы, будут больше. Я сейчас знаюсь. Друзья, всем спасибо, друзья. Извините за эфир, но мы еще раз с вами встретимся обязательно.